Приключения Деда Мороза в ингушской интерпретации. На сцене драмтеатра оживает герой ингушского этноса. Гордади, Лялик, Снегурочка и Сеска Осолса в поисках пропавшего Деда Мороза путешествуют по сказке. Это первая репетиция новогодней постановки «Гордади и Дед Мороз». На сцене актеры ингушского драмтеатра. Под руководством выпускницы Щукинского училища Фатимы Ахкильговой все действия доводятся до автоматизма. Из зрительного зала за ходом репетиции наблюдает художественный руководитель театра Иса Чахкиев. Мудрый и строгий, к его замечаниям тут прислушиваются все. А поскольку актеры на постановке собрались впервые, сегодня ошибок немало. Это все надо переделать, шапку надо переделать, чтобы лицо было открытое. Борода – это российский Дед Мороз, а нам нужно ингушский. То есть мы сделаем седой, умница, белый. В роли русского Деда Мороза Мурат Сампиев, в роли ингушского Гордади Мухажир Далаков. Со всем сценарием нас, конечно, не знакомят. Все-таки это премьера, и она подразумевает сюрприз. А вот с некоторыми моментами поделились. По сценарию два давних друга Дед Мороз и Гордади должны встретиться в определенном месте. Но недруги в лице пирата и колдуньи Деда Мороза украли, и встреча не состоялась. А почему никто не встречает? А мы на что? Так это вы должны меня встречать? Да, мы. В кульминации постановки двое дедушек, конечно же, встретятся. Что это за сказка без счастливого конца? Но героям потрудиться придется. Национальный театр продолжает свою работу. В этом есть особая необходимость. Борьба с коронавирусом должна продолжиться. И мы решили сделать подарок. Мы должны нашим детям, будущим нашим зрителям, сделать так, чтобы в их душах была радость. Коронавирус все-таки по творческому коллективу ударил. Поэтому первые репетиции проходят без актера, играющего ингушского героя Сеска Осолса. Но на примере постановки он все-таки быть обязан. С моим другом. Вместо зрителей сегодня партийцы «Единой России». Данная постановка – это часть их партийного проекта «Культура малой Родины». Единороссы, так сказать, совмещают приятное с полезным. И постановку посмотрели, и ход реализации проекта проверили. К концу года вы успеваете? Мы все успеем. У нас и Асхаб Бендер, комедия, Руслан Зангиев. А Фатима сдает новогодний. Мы свои два спектакля, как всегда, стараемся сдать его в норму. В рамках партийного проекта выделено более 20 миллионов рублей. На эти средства планируется обновить и пополнить материально-техническую базу 4 театров, провести спектакли, а также в качестве подарка выделение грузового автомобиля на нужды Национального драмтеатра. Всего у нас 3 театра по одной части мероприятия. Это поддержка творческой деятельности театров в городах численностью до 300 тысяч человек. И один театр – это кукольный театр, театр юных зрителей в городе Назрань. Всего в рамках реализации партийного проекта будут показаны постановки 4 театров. Кроме ингушского драматического, в их число входит русский драматический, студия «Барт» и театр юного зрителя. До конца года актеры этих коллективов поставят 6 премьерных постановок. Аудитория самая разная, начиная от детей и заканчивая взрослыми. А новогодняя сказка отправится в свое путешествие в конце декабря. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.